Всем доброго дня! В этом видео вы увидите небольшой колхозный ремонт ноутбука Acer Aspire E, кажется, 571G, так звучит его моделька, с небольшим дефектом. Дефект заключается в том, что у него с этой стороны петелька сломалась, вернее, крепление петли, и открывается он вот с таким вот, так вот я его аккуратно открываю, вот с такими щелчками, что крайне не есть хорошо. Вот если медленно открывать, то в принципе петля работает, но все это ненадолго. И вот у меня долгое время не доходили руки до того, чтобы его починить. Даже у него, в принципе, если тут присмотреться, у него здесь и экран-то вот как бы даже просел, то есть петля как-то там вообще неудачно очень стоит. Видать, он не рассчитан на такой продолжительный срок жизни. Покупал я его, если мне не изменяет память, ну где-то в 13-м, в 14-м году. В общем, ему уже туча лет, но он до сих пор работает. Значит, сегодня я постараюсь отремонтировать эту петельку. Сразу скажу, клеить и паять я не буду. Возможно, подпаяю чуть-чуть, посмотрим, что из этого получится. Возможно ли там подпаяться. Вернее, разогреть пластик и сочленить его, так скажем. Заметил, что крайнее время, вот его редко включаю, но тем не менее он начинает уже так хорошо греться. Вот какая-то вирусяка еще сидит. В принципе, сейчас он на холостых оборотах, скажем так, не греется. Но если посидеть подольше, он все-таки будет греться. Да, установлено на борту Windows 10. При покупке из магазина установлен был Windows 8. Десятки на тот момент еще не было. А восьмерка, по-моему, 8, первая, да. Ну, какая-то Home Edition, там, магазинная, самая дешманская. У него все работает, поэтому мы будем сейчас ломать рабочий ноутбук. Ну, как говорится, приступим к разборке. Выключаем ноут. Так, ну вот, значит, приступим к разборке. Закрываю. Вот такие щелчки тут появляются. Блин, прям страшно. Все, от сети мы его отключили. Переворачиваем. Извлекаем батарейку. И откручиваем все винтики, которые мы видим. Берем наш китайский набор. Не помню, как она снимается. Снимается она, по-моему, поддевается отверточкой. Да. Так, все это дело снимается. Далее откручиваем все остальные винты. Вот кто будет повторять этот фокус, запаситесь заранее отверткой с магнитом. Не можем. Так, короче говоря, начинаем с жесткого диска. Вот так вот в сторону его сдвигаем. Вот здесь они совсем маленькие, но их не перепутаешь ни с чем. Потому как они совсем маленькие и блестящие.
честно говоря, не помню, что здесь находится. А здесь находится ничего. Цифры. А, ноутбук 2013 года. Вот так вот. Год у нас нынче 22-й, так что ему 9 лет. Ну как-то эту вещь. Вот, все. Вынимаем дисковод, которым я, по-моему, ни разу не пользовался. И откладываем его в сторону. Поэтому перед тем, как отрывать, разрывать ноутбук на части, нужно убедиться, что все болтики открутились. Вот, остались у нас вот эти вот два болтика. Их мы тоже выкручиваем. Вот они помечены специально, дабы не закрутили сюда какой-либо другой болтик, который пройдет насквозь чего-нибудь. Чтобы изъять все это дело, теперь нам надо опять перевернуть. Нет, не все болты. Один где-то был. Так, теперь надо быть немножко осторожным. Вот это щелчок. Она, кстати, смотрите, сразу открылась платка. Вернее, верхняя крышка. Каким-то чудом с помощью пластиковой карты все это дело распечатывается. Вот видите, она петля прямо ломает корпус. Ух ты! Вот это да! Вот это потери с решетки охлаждения. Ну теперь ноутбук как новым уже выглядеть не будет. Так, вот, значит, мы отщипнули. Теперь нам надо отцепить шлейф клавиатуры. Есть еще вариант снять клавиатуру, и он будет наиболее правильный. Отщелкнуть зажимчики и поднять клавиатуру наверх. Ну, в общем, это такое себе занятие. Клавиатура здесь очень неудобно снимается. С какого-нибудь угла ее главное подцепить, начать, а дальше все. Короче, на защелку надавливаем, туда раз, и подтягиваем клавиатуру. Идем дальше. Здесь надо пластиковую карту поставить. Вот так вот. Вот нож в этом случае получается удобнее всего. И снимаем клавиатуру. Сразу на себя ее не дергаем, потому что здесь есть шлейф, который нужно аккуратнейшим образом отцепить. Тут, в принципе, можно и деревянной палочкой. Все, вперед сдвинули и аккуратненько вынимаем шлейф. Все, клавиатуру мы изъяли. Тут у нас следы, что это, пыль, не знаю, что это. Вот в клавиатуре вот эти вот маленькие защелочки, вот оно вот так вот в закрытом состоянии, замки закрыты. Мы вот эти вот белые замочки отодвигаем вот так вот в сторону, легко они отодвигаются, и вытаскиваем шлейф. Также, соответственно, здесь, вот, в этом случае. Но тут вот крайне неудобно. Ничего не поделаешь, как-то придется изворачиваться. Шлейф старый. Вот у него... А, нет. По идее, должен сейчас выйти. Он вышел. Так, шлейф тачпада. Здесь немножко другая ситуация.
Вот. Нет, лучше все-таки для этих дел какие-то применять тончайшие отверточки нужно. Вот. И теперь изымаем шлейфик. Так, медленно открываем, смотрим. Вот так все это выглядит. Откладываем в сторону. Вот так вот она выглядит. Здесь видно, что... Ух ты, тут все рассыпается прям на глазах. Вот, видите, как все дело обстоит. Ну, петли капец жесткие. Так. Выкрутить 3 болта. Так, у нас тут имеется уже потери, кстати, о птичках. Это хорошо, что она сюда упала, а не куда-нибудь на материнскую плату. Вот эта вот штукенция, как-то называется, она впаивается в пластик, и в нее потом вкручивается болтик. Это плохо, что они все поотваливались. Кстати, не забываем вытаскивать заглушку картридера, потому что потом я бы ее очень долго и упорно снимал и сломал бы наверняка. Видите, она все хрустит, с куском пластмассы крутится. Теперь надо как-то это дело зажать руками, что ли. Ага, а у меня пальцы-то не пассатижи. Да, главное только не навредить. И выкручиваем с успехом еще один болтик. Вот опять же медная втулочка. Главное, в принципе, сорвать. А дальше уже можно и руками. Главное, чтобы сейчас в этот момент не отломалась вторая петля. Надо ослабить вот эти вот петельки, потому что это прям... Вот видите, про что я говорил, что вот эта вот петля проходит прямо рядом с материнской платой. Но главное, что нам вот эти вот болты проходят в эти петли. И вот так вот это все дело будет насквозь закручено и притянуто. Я подозреваю, что нужно снять материнскую плату, дабы не угробить ее, когда я буду все это дело рассверливать. Поэтому дальше удаляем шлейфы. Так, разъединяем все разъемы. Запоминаем, что отцепили, потому что потом нам собирать это обратно. Так, откручиваем дальше. Еще один болтик. Вот. Батарейку извлекать не будем. Но придется, однако, открутить все-таки один динамик, потому что он будет мешать выходу платы. Вот у меня есть небольшое предположение, что что-то мне мешает. Я не помню, надо ли отцеплять память или не надо. На всякий случай мы ее сейчас снимем планки памяти. С этой стороны у нас есть модуль Wi-Fi. Так как он прикручен, его надо изъять. Крепится он у меня на одном болту. И плата теперь у нас вот она легко поднимается. Тянем ее немножко на себя. И что-то нам опять не дает это сделать. Да, не дают нам как раз вот эти вот провода от Wi-Fi. Вот, значит, вот он, модуль Wi-Fi. Я открутил вот этот болтик. И теперь надо отстегнуть вот эти вот разъемчики.
Белый у нас сверху, запоминаем, черный снизу. Вот он вставляется там специально для него разъем. Вот так вот раз туда и все. Модуль сняли, отложили. Теперь берем провода. И все, теперь у нас мат-плата должна отойти. Да, она отошла. Вот он разъемчик. Так, и надо еще отцепить питание платы. Вот это вот питание. Соединяем разъем. Вот он пошел. Все. Теперь материнская плата у нас снята. Да? Нет. Нужно еще вот так вот вытащить. То есть кабель сначала проходит через наплату, потом уже дальше корпус. Вот у нас система охлаждения. Ну, пыли, я вам скажу, тут прямо вот можно из щели вытащить вот такой вот войлок. Ну, ребята, это в принципе несколько лет прошло. И не год всего лишь-то. Вот этот болтик надо немножко приоткрутить, потому что он уходит, ну прям, ну совсем туго. Я не могу сдвинуть его. Так, это на 5, да? Значит, надо на 6. Сейчас как-то это все дело зажмем. И попробуем открутить. Теперь главное, чтобы оно не разболталось. Так, ну попробую-ка я еще чуть-чуть. Одна у нас петля затянутая. Буквально чуть-чуть. Вот, все. Вот это вот меня устраивает. Морально я, конечно, к этому не готов. Но, как говорится, надо приступать к этому делу. Иначе это никогда не сделается. И сверлим. Так, одно отверстие готово. Отверстие. Страшно, капец. Хотя вроде остался один пластик, но тем не менее. Вот этот болт насквозь проходит. Прям хорошо проходит. Очень хорошо проходит. Вставляем на направляющую. Вот. И теперь закручиваем болтик. Наши два болта. Замеряем расстояние. Вот так вот все это мы делаем. Закручиваем, притягиваем. Куда она притягивается, я не знаю, там нет резьбы. Вот. Ну теперь мы можем хотя бы держать. Вот так вот у нас получилось с обратной стороны. Сейчас мы накрутим гаечки. Отпилим лишние болты. И все. Вот так вот сейчас все это дело выглядит. Мы сюда накручиваем. Такой настоящий добротный колхозный ремонт получился. Главное, чтобы оно после этого еще заработало. Ну, не надо здесь ничего подпиливать, гаечка в принципе маленькая. Ставим метки, спиливаем все это заподлицо. Я не знаю, будет на камеру видно или нет, но гайки значительно ниже, чем вот эта вот резиновая ножка. Даже ниже, чем пьедестал резиновой ножки. Ну, в принципе, как раз понятно, докуда. Как нужно отпилить. Короче говоря, с помощью ножовки по металлу отпилил болтик вот до такого состояния. Если сравнивать его с тем, что я покупал, то был он, сейчас покажу, где они, вот они, да, то был он вот такого размера. Закручиваем второй болтик, вот я его отпилил, и внедряем на свое будущее законное место. И накручиваем гаечку. Тут главное попасть. Ой, камера отваливается. Вот. Ну и все это дело
притягиваем. Ну вот так вот все это будет выглядеть. Сюда чем-нибудь намажем, клейким, чтобы оно не раскручивалось. Ну и в принципе на этом ремонт петли у нас закончен. Упс, поймал. Все получилось. Шлейфы сейчас вовнутрь берем. Все, сейчас с этим мы закончили. Сейчас закроем корпус и пока что отложим в сторону. Сейчас будем заниматься материнской платой, системой охлаждения. Вот наша материнская плата. Так, сначала открутим, вернее, постараемся вытащить вот этот вот разъемчик вентилятора. Если пошатать аккуратненько, то он выходит. Так, отцепили. Систему охлаждения снимаем вместе, наверное, с кулером. Сначала мы открутим кулер. Он не снимается, значит, откручиваем раз, два, три, 4 болта и раз, два с видеочипа. Выкручиваем все болты, мы их ослабили. И снимаем теперь все это дело целиком. То здесь прямо, о как, вот как во что термопаста превратилась. Вот так вот она выглядит. То есть здесь она каменная, вот осколки. На видеочипе такая же ерунда. Вот, вот она. А у самого чипа она здесь еще более-менее жиденькая. Потому что вот это вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, видите, как скатывается все. Сейчас мы это продуем. Ну вот, теперь отверстие видно. Через него все видно стало. Через радиатор. Почистим сейчас кулер. Вот эту вот часть. Потому что лишнее оно там не нужно. Если отсюда оно вылетит, то вылетит оно, полетит прямо в радиатор. Короче говоря, не знаю, вот всю жизнь мазал ее вот такими движениями пальцами. И буду мазать. Вот и также видеочип. Конечно, пальцем это не эстетично намазывать, но чертовски практично. В принципе, все просто. Ничего сложного нету. Совмещаем все это дело. Ставим на свои места. Все поставилось. И закручиваем. Так, прикрутили. И не забываем подсоединить разъем вентилятора. Ну и внедряем плату на свое законное место. Вот, все. Стало как влетая, не шевелится.
прокладываем и видим, какие болты у нас прикручиваются отсюда. Теперь подключаем модуль Wi-Fi. Прокладываем кабель. Все, он у нас домашний. Вставить плату Wi-Fi в свой разъем. Вставляем и закручиваем вот этот вот неудобный саморез. Сначала подключаем черный, ой, белый, то есть. Ставим ровно и чуть-чуть нажимаем. Вот. Один вставился разъем. Теперь надо второй разъем. Вот так вот. Хорошо, со щелчком. Вставляем память. И до щелчка. Вторую. И до щелчка. Мне кажется, это обычный малярный скотч. По крайней мере, мой малярный скотч выглядит точно так же. Вот так вот будет более эстетично. Отлепим старый. Лепим новый. Все, он на своем месте. Внедряем верхнюю крышку и подсоединяем кнопку питания, включение, то бишь. Да, вставился. Ну и сразу закрываем замок. И теперь возюкаемся вот с этим шлейфом. Но тем не менее и он у нас заходит. И закрываем замок. Сейчас будем присоединять шлейф клавиатуры. Вот видите, чтобы снимать, получается, снять, у нас здесь идут металлические такие, как скобы, не скобы, выпуклости. И вот этими выпуклостями мы вставляем клавиатуру в соответствующие выемки. И потом просто опускаем и защелкиваем. Берем шлейф и аккуратненько также, не поломав его, так, смотрим, замки открытые. Так, вставился? Да, вставился. Шлейф вставился, и закрываем замочки. Все, замочек закрыт. Так, теперь нам нужен жесткий диск. Это у нас крайнее, что не вставлено. Пока что я крышку не закрываю. Подсоединяем жесткий диск. Опять поднимаем ноут. Ну и попробуем сделать пробный запуск. Надеюсь, сейчас ничего не пыхнет. Нажимаем на кнопочку. Изображение у нас есть. Пошла загрузка Windows. Какое-то время должно пройти, потому что мы все разъединяли. Сейчас нам нужно проверить звук. Ну, со звуком я уверен, что все в порядке. Клавиатуру и тачпад. Звук у нас есть. Тачпад работает. Мышку подключим. Кстати, вот этот USB проверим. Так, вот, у нас работает. Ну, судя по всему, клавиатура работает, потому как она работала и до этого. Все окейно. Так, что еще можно проверить? В принципе, все. Нас это вполне устраивает. Компьютер сейчас выключится, и мы защелкнем все защелки и закрутим все винты. Вот, вставляем клавиатуру.
Видно, да? И просто так вот. Все. У нас все работает. Мы можем, в принципе, защелкивать корпус. Закручиваем вот эти вот два болтика М2,5 на 5. Мы сейчас, кстати, еще закрутим вот эти вот маленькие болтики, вот всякие батарейки. Вот. Как-то вот так. Я считаю, что ремонт, профилактика успешно подошли к своему логическому завершению. Все, теперь мы можем внедрить аккумулятор мертвый. Ну, как бы на функционал он никак не влияет. Внедряем мы лишь для того, чтобы посмотреть, что здесь все ровно сидит. Вот, теперь закручиваем болты. Так, сейчас пока просто все это дело защелкнем. Тут боковая. Здесь раз, раз. Все красивенько. Закручиваем простой отверткой. И вот все же очень непонятно, для чего эта крышка. Что-то здесь, наверное, все-таки для М2 сделано. Я так думаю. Как-то так. Всем пока.